Бүгүнкү күндө Талаш шаары боюнча бала бакчалардын жетишсиздиги жалпы көйгөйдү жаратып келет. Аны менен катар диаспоралардын кайрылуусунун негизинде бала бакчалардын жетишсиздигинен балдарын киргизүүдө орундуктардын тартыш болуп жатканын айтышууда жана орус тилдүү бала бакчалар ачылса деген ойлорун билдиришти. Садик нам нужен, потому что это касается не только нашей диаспоры, это вообще касается наших граждан Таласа. Ну, может быть, возможно, вот недостаток в русских садиках, потому что я сейчас, насколько знаю, на дому частные пооткрывали, и вот все домой, и там очень дорого получается для некоторых малообеспеченных людей. А так, желающих учиться по-русскому очень много, даже среди киргизов. Ну вот, это вот, да, одна из проблем, которая касается нас. У нас такие вот сейчас, да, проблемы идут. Это проблема, в первую очередь, онлайн-запись. Сейчас, в данный момент, не у всех есть людей, позволяющие такие сенсорные дорогие телефоны, которые должны обеспечивать, люди, конечно, должны обеспечивать, иметь в каждой семье. Дети с многодетными семьями, естественно, такие телефоны приобрести не могут. Сейчас все у нас идет, еще школа через вот этот мектеп KG. Во-первых, это все идет за 15 дней, ты должен в течение 15 дней отдать документы в школу. Но есть такие проблемы, что, конечно, ты отдаешь документы в школу, оформляешь это все, и в оконцовке получается, что ты не можешь вытащить с базы данных свои данные ребенка, то что обратно у тебя ты не можешь найти вот этот код, либо логин, пароль, который ты должен был сохранить в своем телефоне. Поэтому такая вот действительно это просьба, чтобы вот это действительно отменили или как-то, чтобы люди могли действительно ходить. Еще за стариков могу сказать, это сейчас в основном вся молодежь уезжает в Бишкек, в России в основном все уезжают в Москву, под Московскую область. Люди с пожилым возрастом, с плохим зрением, которым не даются вот такие телефоны, они, естественно, не умеют им пользоваться. И тоже, естественно, это большая для них проблема. Приносят они в школу документы, но их директор оттуда говорит, без онлайн-записи мы вас не принимаем. Эта бабушка опять несет свои документы и идет домой. Это, естественно, катастрофа. Это катастрофа для всей школы и для тех детей, которые учатся в первом классе. Это дети не могут попасть из-за одной вот этой записи. Такая же у нас проблема выясняется вот с моей дочкой Машей. То же самая проблема. Девочка в этом году должна пойти в первый класс. Вот девочка Маша, мы в этом году должны были пойти в первый класс. Из-за того, что я не могу вытащить опять свои данные из базы, я не могу девочку оформить в первый класс школы. Получается, вот она София, я на нее вовремя сдала документы, она идет в первый класс, а эту девочку, она должна вместе с ней пойти, но у нас проблема опять-таки вот эта онлайн-запись. Без онлайн-записи мне сказали, вот, документы ваши, пожалуйста, приходите домой, как запишите, придете. Также это не только со мной проблема, мне кажется, это полная проблема по всему нашей Кыргызской республике. Садиками тоже места, чтобы добиться, это тоже опять-таки проблема. Это надо кучу справок, кучу документов, кучу прописок. Есть у людей, у которых нету прописки. Дети есть, но прописать некуда, даже имеется при себе это свой дом. Но опять-таки документации проблема. Бабушка с дедушкой что-то напутали или еще нет отсутствия документов. Тоже есть такая проблема. Но за этих людей у нас никто не берется, никто не смотрит, никто никаких вниманий на это не обращает. Если, конечно, государство возьмется за такое вот внимание, что у людей нету таких возможностей детей оформить в школу, чтобы государство как-то помогало. Во-первых, из канцтоварной со стороны сейчас очень большие цены на все. Школа в данный момент, раньше в наше время, наша школа обеспечивала полностью книжками. Мы книжки не покупали, мы все это получали в школе. Сейчас каждую книгу от первого класса будешь покупать сам. Это тоже накладно для людей, тем более с нашим мизерным зарплатой. Мен атым Жоним Каримкулова Ирадахан. Биз ушул Талас областында жашайбыз. Бизге ушу балдарыбыз үйдө садик алып барып орноштурайлы десек, албайт, кабыл албайт. Анан кийин ошол биздин көчөгө, районго дегендей садиктер курулса жакшы болмок. Балдарыбыз тапшырат элек, жакшы болмок эле.
жумуштар болот эле, жумушта иштейт элек. Үйдө отурабыз балдар менен. Талас шаарында өкмөткө караштуу 8 бала бакча орун алган. Ал эми шаардагы калктын саны бүгүнкү күндө жалпы 40 миңден ашык калк жашайт. Алардын 10,2% ар улуттун өкүлдөрү толуктайт.